Почему власти Таджикистана так напряжены из-за ситуации в Афганистане? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, у кого есть стремление дестабилизировать ситуацию в регионе. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов рассказал о ситуации на границе с Афганистаном на онлайн-встрече с главами спецслужб стран СНГ и президентом России Владимиром Путиным. Ситуация на таджикско-афганской государственной границе достаточно сложная. Таджикистан после Пакистана имеет самую протяженную границу с Афганистаном – 1425 километров. Мы чувствуем натиск лиц, которые хотят перебраться из Афганистана в Таджикистан, сказал Ятимов. Афганистан не должен стать источником радикализации и терроризма. Необходим единый международный ответ. Количество афганских беженцев в стране превышает уже более 15 тысяч. Ежедневно 500-600 человек хотят пересекать таджикско-афганскую границу. Мы чувствуем усиление попыток контрабанды, наркотиков, оружия, боеприпасов, добавил глава ГКНБ Республики Таджикистан. Он заявил, что Таджикистан реально занимает сейчас такое положение. 24 часа быть наготове и работать день и ночь. Как вы относитесь к таким цифрам беженцев в Таджикистане? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Нужно обеспечить формирование в Афганистане инклюзивного правительства. В него должны входить все категории населения, включая женщин. По его словам, сложившаяся ситуация в Афганистане несет реальную угрозу не только безопасности Таджикистана, странам Центральной Азии, а всему постсоветскому пространству, особенно регионам с мусульманским населением. Чувствуется конкретное стремление дестабилизировать ситуацию в нашем регионе, использовав исламскую религию как основу, подчеркнул Ятимов. Нужно найти способ оживить афганскую экономику. Это можно сделать без нарушения международного законодательства. Мы должны искать пути создания условий, которые позволили бы афганским специалистам и государственным служащим продолжать работать на благо народа. Я призываю мир сделать все возможное, чтобы избежать экономического краха в Афганистане. Глава ГКНБ отметил, что на встрече руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ все эти детали были очень подробно обсуждены и намечены. Канада принимает 40 тысяч беженцев, и мы призываем другие страны также активизировать свою поддержку для безопасного переселения людей. Конкретные планы. Мы отметили, что взаимодействие между спецслужбами Таджикистана и России, всех стран Центральной Азии и Закавказья находится на высоком уровне, но сложившаяся ситуация требует консолидации наших сил, обеспечения более надежной охраны государственной границы и усиления оперативной работы по всем направлениям для обеспечения надежности охраны границы, отметил Ятимов. Мы сегодня согласились, что наша оценка остается неизменной. Я говорила это четко, как и многие другие. Правительство талибов не является инклюзивным. Именно поэтому вопрос о признании движения «Талибан» не стоит на повестке дня. Тем не менее, переговоры должны продолжаться, как сейчас это происходит. Он заверил, что совместно мы можем решить все вопросы, которые стоят на повестке дня, и отстранить некоторые угрозы. Мы осознанно заявляем, что само понятие терроризм имеет международное значение, и для того, чтобы противостоять именно этим угрозам, нужны международные совместные эффективные условия в нынешней ситуации, заключил глава ГКНБ Саймумин Ятимов. После заседания руководителей органов безопасности и разведслужбы стран СНГ состоялась онлайн-встреча его участников с президентом России Владимиром Путиным. На встрече присутствовали директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и главы делегаций из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Мы должны реагировать на гуманитарный кризис в Афганистане. Вот что стоит на первом месте. Если для этого потребуется выйти на контакт с талибами, мы это сделаем. У нас нет другой альтернативы, кроме как построить с ними диалог. Это единственный эффективный способ. Но контакт это не подразумевает признание. Признание должно стать результатом поступков, а не слов. Как вы относитесь к таким заявлениям таджикских властей? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.